Бисмиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах, амма ба'д, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Рабби ишрах ли садри, ва яссир ли амри, вахлуль угдатан мин лисани яфқаху қаули. Здравствуйте, уважаемые подписчики. Хотел высказаться по поводу... Сейчас не буду, потому что в эфире там не вариант показывать те сообщения, которые пишут. Возмущения, да? Они очень сильно возмущаются, когда приезжает, точнее, когда привозят труп с Украины, умершего за Путина, за русский мир, за Конституцию России. И ты им когда говоришь: я желаю, чтобы он воскрес вместе с Путиным, вместе с теми, чьи приказы он выполнял, они тебе начинают читать мораль. Якобы про умерших ничего нельзя говорить. И приводят тебе аят, но не до конца. Про умерших можно говорить то, что есть. То, что есть. Так вот, кто вы, если вы не лицемеры? Вот скажите Путину или там вашему полковнику или генералу, который вам приказы отдает, хотя генерал вам приказ не отдает, вам максимум там капитаны, подполковники, может. Вот скажите в лицо, скажите, что вы приказы их не выполняете, а вот воскреснуть с ними не хотите, потому что они свиньи. Можете сказать? Не можете. Кто вы после этого? Полупокеры или же лицемеры? Даже? Поэтому вы хотите и рыбку съесть, и на велосипеде покататься. Так не бывает. Дорогой мой, так не бывает. Как вам еще объяснить ублюдкам тупым? Если ты погиб, выполняя приказ Путина, то я тебе желаю с ним воскреснуть. Что не ясно? Что тебе не ясно? Понимаешь? Когда ты выполняешь приказ Путина, я тебе желаю воскреснуть вместе с Путиным. Все же просто. Ты умер за Путина. Воскресни с Путиным. Что ты хочешь? Или ты хочешь, ты выполнял приказ Путина, убивал у себя дома мусульман, охранял режим Путина, слово Путина ты охранял у себя дома. Потом в Украине война началась, туда поехал, там убивал невинных людей, которые свои дома защищают. А потом тебя в пакете привезли, весь такой вонючий твой труп. И когда тебе говорят: я желаю, чтобы ты воскрес вместе с Путиным, твои родственники начинают говорить, я сейчас на своем скажу: ай, факамада, адерди, кодем би, магитшун кодем би, ханик буас кодем, фубаханси ванушан, шин ва, фубаханси бежбусин кодем. Верха биапаш. Ош бури кодем бусубнах бабичхан. Бусубнах бабичхан, ош цувалыш хамуш дусыр. Жалешсан бей буабиап ожи. Кезик буабиап бей, ези ожи яхш. Ош ханз вилуж миниш комментарий в интернете. Я говорю, когда мусульман убивали на Кавказе, вот эти террористы из ФСБ, они про наших братьев мусульман что только не говорили, что только они не сочиняли. Сегодня Аллах это все вернул им. И сегодня это настолько ясно. Сегодня настолько это все ясно. Путина признали террористом номер 1. Россию признали страной-спонсором терроризма. Хотя страны-спонсоры терроризма — это те, кто покупает у России сырье. Те, кто покупает у них нефть, золото, алмазы, титан, красную и черную икру, фрукты, овощи, зерно и так далее. Ну, понимаете, для этого нужно размышлять, а мы размышлять не любим, это ж тяжело, мозг надо включать. Но хотя бы, когда вам говорят, слушать хотя бы надо даже.
Поэтому, братья, самое дипломатичное, тактичное, что мы можем сказать манкуртам, родственникам нашим, которые потеряли ради Путина, ради Лады Калины, Камри или дома еще очередных понтов своих сыновей в Украине. Пожелайте им просто на нашем языке, можете сказать: Аллаху Путин завод болпуш. Хамдестика. Наш Путин и дождь лахдаш. Путин и дождь охдаш бен бистич. Чудашки ден. Аллахс. Царство не вот бол. Путин завод болпуш. Хамдестика. Вы пожелайте им, чтобы Аллах Субхану ва Та'аля воскресил их вместе с Путиным, вместе с теми, кто любит русский мир, вместе с теми, кто устанавливает русский мир. Понимаете? Да. В принципе, у меня все. Ва алейкум салам ва рахматуллахи ва баракатуху. Тем, кто дал салам.